террористов, наемников на территории Украины. В то же время вы, наверное, понимаете, что судить с уверенностью о том, кто именно, с каким гражданством действует на стороне наемников-террористов, прибывших на Украину из-за рубежа, об этом говорить трудно. Вот данных об участии граждан Таджикистана мы такими данными не располагаем. Что касается студентов, у нас в этом году, по нашим оценкам, где-то 450 таджикских студентов учились в Украине. Некоторые из них в связи с этими сложными событиями на сегодняшний день вернулись на родину. Сколько именно вернулось? У нас такой цифры, наверное, нет. Я к моему коллеге обращаюсь. Нет, у нас, к сожалению, такой цифры нет. Являясь временно оккупированной территорией, остается неотъемлемой частью государства Украины. Это принципиальная позиция, которая не будет меняться. Украина никогда не признает незаконной аннексии Крыма и будет использовать все имеющиеся возможности, чтобы вернуть автономную республику Крым в правовое поле Украины. Этот вопрос будет одним из основных, в том числе и на повестке дня новоизбранного президента Украины, в том числе на его будущей встрече с президентом Российской Федерации. Это то, что можно сказать на сегодняшний день.